Хусейн Музаев считает, что в сельском хозяйстве нужна революция. Чеченский изобретатель говорит, что техника в полях не должна быть тяжелой, дабы не повреждать и не уплотнять землю. И расход топлива тоже должен быть минимальным. Он демонстрирует нам землеобрабатывающий плуг. О нем Хусейн готов рассказывать часами, но изобретатель говорит, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И мы выезжаем на поле недалеко от селения Белготои, в котором проживает Хусейн. Вот здесь и начинается самое интересное. Хусейн решил наглядно показать и рассказать, чем отличается его модифицированный плуг от обычного. Чтобы подготовить почву для посева, ее нужно обрабатывать много, и это вредит почве, рассказывает он. Значит, вот прошел по полю, значит, БДТ-3. Вот мы смотрим. Ага, видите, осталось, не тронуто. То есть остались участки не тронутые. Да, вот такие полоски остались. А глубина очень маленькая, 2 сантиметра. Конечно, по этому фону, разумеется, ни в коем случае сажать нельзя. А вообще-то эта борона предназначена, чтобы он по стерне разбивал стерну, закрывал влагу. А он для основной обработки не предназначен. И мы видим, что ничего, вот видите, не обработано, стерня на месте. Вот такая полоска осталась, полоски. И тут щелевая, значит, просто щели пошли. И то этот, где зуб ударил, только на зуб, а где зуба нету, он остался. Поэтому... То есть с такой обработкой очень много зерен, можно сказать так, да, посевов подвержены влиянию погоды. Да, здесь, чтобы его подготовить к посеву, еще 2-3 раза его надо пройти. А это тоже нельзя, потому что чересчур много проходов трактора по полю тоже негативно сказывается на структуру почвы. Давайте теперь посмотрим борозду, которую оставил ваш плуг. Вот поперек смотрим. Значит, эта глубина, конечно, не максимальная, его можно регулировать. Просто вот мы смотрим. Вот. Вот, видите, сплошная обработка. Нет, то есть здесь нет, мы видим... Огрехов нет. Участков, которые не остались вскопанными. Да. Это называется огрехи, огрехов нету. Но это не первое изобретение Хусейна. Роторная почвообрабатывающая машина, которая могла совершать за один раз аж 7 операций. Уникальное изобретение, аналогов которому просто нет в мире. В 2010 году при государственных испытаниях на Кубанской зональной машиноиспытательной станции был зафиксирован расход дизельного топлива 6 литров на гектар. В час 2 гектара. Для сравнения парадоксальный факт. Совсем не маленький трактор «Беларусь» на пахоте тянет за собой плуг с шириной захвата всего 105 сантиметров и потребляет от 60 до 80 литров горючего. Значит, я подал заявку в 2005 году. В 2006 году я уже получил патент. Здесь есть протокол испытаний. В 2009-2010 годах эта машина прошла государственные испытания. Насколько мне известно, на основе какого-то кубанского исследовательского института, да? Совершенно правильно. Новокубанск город. Да. И вот машиноиспытательная станция, там прошли эти испытания. Тогда она получила широкую известность, из Москвы мне звонили. Например, вот такой, я помню, вопрос. Сколько $1 миллион нужно для серийного производства? Я все это игнорировал, звонили не раз. А вот что касается Беларуси, я сам ездил туда на завод город Лида. Значит, там вместе с главным конструктором я целую рабочую неделю работал, и мы от гайки до болта сделали чертежи этой машины. Уже 3-метрового размера, именно за трактором 1221. Но условие было такое, что мы с деньгами приедем и за деньги, чтобы они сделали. Но этих денег у нас не оказалось. Чертежи были сделаны. Дальнейшая судьба неизвестна.
Вот. А потом меня тоже приглашали частные лица, Турцию. Вот так они услышали про меня. Мне прислали деньги в долларах, чтобы я прилетел туда. Я туда прилетел, мы тоже опять сделали этот агрегат, но мне срочно пришлось по домашние такие моменты, пришлось срочно выехать. Дальнейшая судьба тоже неизвестна. Все существующие традиционные машины, их рабочие органы обрабатывают почву путем растяжения, сдвига, отрыва. Как известно, это очень энергозатратное дело, слишком энергоемкое. Поэтому ученые, я после того, как уже сделал свое изобретение, я читаю в этой книге, что ученые знают путем опыта, путем расчетов, что надо бы придумать такие рабочие органы, которые обрабатывают бы почву путем растяжения в чистом виде. Но они пишут, что такую машину до сих пор никому не удалось в мире придумать. Как раз после того, как я машину сделал, на международной выставке в Москве я покупаю эту книжонку и там смотрю, что об этом знали ученые. Как раз моя машина именно путем растяжения. Я как думал, например, когда у Леонардо да Винчи спросили, как вы добились таких успехов, ему принадлежат такие слова: в наставнице себе я взял природу, учительницу всех учителей. И это мне запало в душу. И я тоже стал наблюдать за природой. И когда мы наблюдаем, крот все время живет в земле, да, и норы роет, и за сутки достаточно большое расстояние проходит. И я задумался, а как же он обрабатывает, крот? Он обрабатывает именно путем растяжения. И вот надо было сделать такую машину, чтобы путем растяжения. Ведь Всевышний Создатель все создал рационально. И как раз мои рабочие органы имеют вид именно когти крота. Вот так. Родственники и односельчане Хусейна поддерживают все его начинания и считают, он способен совершить прорыв в сельском хозяйстве и не только по части касающейся почвообрабатывающей техники. Один из них Заур Закраилов, пловец, который переплыл Байкал. Он считает, что Хусейн может быть полезен не только для Чеченской республики, но и всей стране в целом. У нас в мире, вот я сам недавно, вот как Хусейном познакомился, начал вот изучать эту проблему сельхознаправления, агронаправления. На самом деле в мире сейчас есть действительно проблема у всех агрономов, всех вот этих всех деятелей, сельхоздеятелей, у них есть проблема по обработке земли. То есть они столкнулись с тем, что переработки почвы нету, не могли придумать таких качественных агрегатов, которые могли бы приносить, земля была плодотворная, то есть чтобы все это, то есть качественно была обработана земля, чтобы в последующие годы приносила плоды. Вот этот Хусейн, когда это все начал рассказывать, что-то говорить, я действительно первым, что сделал, у меня есть хорошие друзья в Москве, которые действительно вот в этой сфере сильные специалисты. Я звоню другу, говорю, есть такой человек, которым поговорил бы с Хусейном о его идеях, о направлениях. Он связал меня с каким-то тоже разработчиком, не сельхоз, правда, у него какое-то атомное направление. И они с Хусейном обговорили по телефону, поговорили, тот мне перезванивает, говорит, Заур, говорит, вы чеченцы, говорит, гении, вы чеченцы, это, говорит, человек-находка. Как так, говорит, он такой человек, такими идеями, таким мышлением, таким видением всего, как так, говорит, у вас еще нет его серийного производства, его разработок. Сокращение осадков не проблема, с моими изобретениями делится Хусейн, ведь урожай зависит не только от осадков, а от почвы и ее обработки, напоминает он. Значит, первое изобретение почвообрабатывающая роторная машина, о которой я ранее говорил, после его обработки в этом году только один раз пошел дождь. Дождя больше не было за сезон. И вот, например, кукуруза, которую мы посадили после его обработки, до макушки нельзя было даже допрыгнуть. А везде у соседей, везде в селе, везде в республике он 1,5-2 метра ростом был. По одному маленькому качану, а здесь полноценно росло. И когда я от удивления Гучигу Эли
попросил, чтобы он посмотрел. Это бывший замминистра сельского хозяйства. Он приехал, взял лопату, посмотрел, я удивился. Засуха была до такой степени, что везде земля была в расщелинах, куда можно было просунуть руку. А здесь подобного ничего не было. И внизу земля, прям невооруженным глазом, видно было, что она влажная. Я от удивления говорю, ничего себе, как это могло быть. Он говорит, если бы это внизу не было, то наверху этого тоже не было. Поэтому мы поняли, что он сохраняет влагу. У Хусейна на будущее очень много планов и разработок. Модифицированный плуг – только маленькая часть из них. Он обещает, что еще не раз удивит своими изобретениями. Башир Саутиев, Рамзан Мусаев. Информационное агентство «Грозный информ».